В Одессе грядет очередное повышение цен. Теперь наверняка это коснется проезда в маршрутках. Конспективно повторю заученный наизусть текст слов транспортников. Рост цен на горючее. Хотя странно, цены на нефть упали более чем в 2 раза. Высокий курс иностранной валюты не дает возможности закупать запчасти. Необходимость увеличения заработной платы водителям. Все эти аргументы звучат не первый год. И каждый раз их, как шулер в карточной игре, вытаскивают из колоды собственники автотранспортных компаний. Как по мне, такая ситуация будет вечной, если мэрия и депутаты городского собрания не решатся на слом сложившейся в пассажирских перевозках ситуации. Сегодня в Одессе работает несколько частных специализированных фирм. Кто-то богаче, кое-кто беднее. Решать проблему замены старых основных фондов на современные они не в состоянии. Проводить качественный профилактический ремонт, как правило, не желают. Требуют это делать от водителей, работающих на автобусах. Попытки получить точные данные о действительном пассажиропотоке утопичны, ибо водители никаких проездных документов не выдают. Да и билеты эти не подлежат строгой отчетности. Полагаю, выход из сложившейся ситуации может быть в создании объединенной городской транспортной корпорации в виде закрытого или открытого акционерного общества, в состав которого вошли бы все работающие сегодня на этом рынке перевозчики. При этом их согласие в состав такого ЗАО или ОА можно было бы пригласить и представителей мэрии. Для чего? Да хотя бы для переговоров с Госкомимуществом Украины о передаче в коммунальную собственность с последующей долгосрочной арендой в лице правления корпорации пустующих промышленных объектов. Адресов таких брошенных цехов хватает. Они есть и на Молдаванке, и на Пересыпи. В бывших заводских корпусах можно разместить не только автобусы, но и создать ремонтную базу, организовать службу медицинского контроля, сделать приличные бытовки и душевые для водителей и, подчеркну, научиться платить шоферам приличную зарплату с бонусами за хорошее обслуживание пассажиров. Словом, поставить все на серьезные деловые рельсы. Момент второй, может, самый важный. Установка в каждом автобусе электронных считывающих устройств для регистрации проездов пассажиров. Такие карточки для проезда по всем маршрутам можно продавать в тех же киосках муниципальной компании Горпресса, а при желании владельцев магазинов и торговых сетей в кассах. Это даст возможность депутатам и мэрии точно ориентироваться в действительном финансовом положении перевозчиков. Очередным этапом должна стать разумная логистика автобусных перевозок. Почему бы не организовать короткие маршруты внутри таких жилых массивов, как поселки Котовского, Таирова, Черемушки? На коротких маршрутах цены должны быть ниже, и работать там могли бы микроавтобусы. Понятно, что работа над таким проектом – дело не одного месяца. Но если нынешнее руководство города и депутатский корпус сумеют настоять на своем и заставить собственников маршруток думать не только о личном кармане, то одесситы получат современную структуру, работающую на пользу горожан.